Вот так на родном узбекском Хасан Фазлиев получает ответы на все интересующие вопросы. На рынок десантировалась целая команда тех, кто готов прийти им на помощь. Правда, Хасан признается, что пока в ней не нуждается. С документами все в порядке, здоровье тоже не подводит. Знаем, куда ехать, кто нам поможет, все знаем. Будете приходить к нам? Обязательно. Если помощь нужна, придем. Организация есть, мигрант, помочь мигрантов. Ну, помогает там, проходят ребята там. Ну, проверяет, консультируется, юридическая услуга, если у вас все хорошо помогает. Юридические и медицинские центры уместились в этом микроавтобусе. Это единственный передвижной пункт помощи мигрантам в республике. В салоне все необходимое для обследования. Там же работает и дежурный юрист. Кто-то потерял документы, а кому-то для работы необходима медкнижка. Выезды у нас с периодичностью 14 раз в месяц. Выезжаем на рынки, на стройки, выезжаем по пятницам в мечети. Сейчас в Татарстане проживает почти 70 тысяч иностранцев. Цифра только растет. Уже с 2015 года в республике появились курсы для их адаптации и обучения. Базовые знания по русскому языку, по истории, по праву. Но самое главное – это базовые знания по нормам и правилам поведения в принимаемом сообществе. Кем работаете? На стройке? Для тех, кто не попал в микроавтобус, открыты двери в Центр медосвидетельствования мигрантов. Здесь для них все быстро и бесплатно. Теперь некоторые вопросы зарубежные гости смогут решать с помощью смартфона. Специальное приложение работает на 7 языках. То есть он может задать вопрос на своем языке. Мы через систему переводов этот вопрос переводим, наш юрист отвечает, потом обратно мы его переводим, отправляем уже опять в личный кабинет мигранта. Уже с сентября это приложение можно будет скачать на любое мобильное устройство. Татарстан – первый регион, где оно появилось. Создатели уверены, что скоро и будут пользоваться мигранты по всей стране. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.